что нам стоит что-то построить. У Бюро надзора за строительством новый руководитель, уверен, фамилию этого человека вы все знаете. Байба Вейтуалыня прежде руководила Центром защиты прав потребителей, теперь вот ведает строительными нормативами и, что очень важно, надзором за важной и большой сферой, отраслью экономики. О ее планах и строительстве как таковом сегодня и, быть может, что может измениться вокруг и около завтра в обозримом будущем в нашем утреннем интервью с точки зрения качества, надежности и бюрократии. Байба Вейтуалыня, наша утренняя гостья. Доброе утро. Лабрейт. Лабрейт. От первого лица. Если все обсвается, я поздравляю вас с этим назначением. Paldies. С чем вы идете на эту должность? Насколько большой и тяжелый портфель ваших задач и идей? Сегодня утром, кстати, в студию вы пришли сразу с 2 портфелями, то есть серьезно готовитесь к этой должности. Būvniecības valsts kontroles birojas ir gana nopietna institūcija ar vairākām tādām atsevišķām funkcijām, enerģētikas uzraudzība, būvniecības uzraudzība un arī kā atsevišķa funkcija tomēr jāmin arī šī te būvniecības informācijas sistēmas uzturēšana, kas, manuprāt, ir viens no tādām labām lietām, kas ir izdarītas un kas ir jāturpina attīstīt. Буквально в первые дни своей работы из своего нового кабинета вы сказали, что вам очень важно посмотреть на вопрос так называемой бюрократии в строительстве. Ваше видение до этой ситуации с бумагами, согласованиями, справками, сертификатами до этого и то, что вы увидели сейчас, изменилось? Jāatzīst, ka es pati neesmu ļoti daudz būvējusi, lai es zinātu, kā iepriekš tas ir bijis praksē. Vairāk ir tas mans iespējas tomēr ir no tā, ko cilvēki runā, bet ir noteikti jāsaprot divas atšķirīgas lietas. Viens ir birokrātijas novēršana varbūt normatīvajos aktos, kas ir ekonomikas ministrijas kompetencē un iespējams kaut kādos gadījumos arī pašvaldību kompetencē, ja tādas situācijas ir, un bieži vien varbūt dokumenti vairāk būs saistīti ar normatīvo regulējumu. Savukārt Būvniecības valsts kontroles biroja iespējās ir domāt par tiem procesiem, kuri šobrīd tiek pārveidoti, lai tie ietu tikai un vienīgi caur būvniecības informācijas sistēmu un caur šo te digitalizāciju, faktiski arī padarot procesu ērtāku, vienkāršāku, tādējādi arī novēršot kaut kādu lieku бюрократию. Как говорит Байба Вейтуалыня, одно дело — это устранение бюрократии в целом на уровне законов, регулирования и документов, но очень важно то, чтобы все больше таких вот согласований и прочих документов, связанных со строительством, согласованием и сдачей в эксплуатацию, происходило в дигитальной среде. Скажите, вот обрушение Максимы в Золотуде 11 лет назад, оно как-то изменило всю отрасль? Можно говорить, что сегодня 11 лет пристального контроля после этого ужасного случая, система подготовки строителей, проектировщиков, качество стройматериалов и самого строительства сегодня, 11 лет спустя, после Золотуды, все это изменилось к тому, что можно сказать, что все, что строится сейчас в Латвии, и особенно публичные здания, супермаркеты, многоэтажки, это надолго и без таких последствий, как 11 лет назад. Es, protams, ļoti ceru, ka tas tā ir, ka būvniecība šobrīd ir tāda, lai nekādus šādus riskus nedarītu. Es, protams, to neradītu, es to, protams, nevaru apgalvot. Tomēr kopumā es domāju, ka nozare noteikti ir mainījusies, tā noteikti ir kļuvusi atbildīgāka. Un nav, manuprāt, vairs tik ļoti tas tikai parakstīšana un tam līdzīgi. Tā kā, manuprāt, ir ļoti daudz domāts par tādām efektīvākām procedūrām, lai skatītos tieši uz pareizajām vietām. Arī būvniecības kontrolē, būvniecības kontrola izveida šīm te publiskajām ēkām. Es domāju, tas viss kopumā noteikti to situāciju ir uzlabojis.
То есть отрасль очень изменилась к лучшему, стала более ответственной, что касается самого строительства и вопросов безопасности. И если мы говорим о том, кто и как и чем проверяет строительную сферу и то, что построено на прочность, это, конечно же, и недавняя буря здесь, в Латвии. Возможно, она заставила как-то иначе, так сказать, свежим взглядом посмотреть на то, что и как нужно строить в Латвии, чтобы минимизировать возможности серьезных повреждений зданий и жилых домов. Есть ли у вас мнение на этот счет? Nu, te man droši vien vairāk personisks viedoklis, jo tas ir tāds, es domāju, politikas veidotāja jautājums, ko ierobežot, bet es domāju, ka noteikti ir jāskatās uz to, kurās vietās ir raksturīgi plūdi. Ja tiešām ir tā, ka klimata izmaiņas nes biežākus un smagākus plūdus, to noteikti zina eksperti šādu informāciju, tad iespējams arī ir jāpārskata kādas procedūras, ko mēs veicam, lai novērstu šos te plūdus vai kontrolētu tos, un tāpat jādomā, kur mēs savus mājas būvējam, un te bieži vien arī pašu cilvēku izvēle, vai mums vajag tik tuvu tai upītei vai kādam citam, tas ir tāds noteikti arī pašiem cilvēkiem atbildības jautājums. Неуловимыми, как только что отметила госпожа Витолине. Это вопрос тех, кто определяет политику строительной отрасли, но действительно ситуация на сегодняшний день такова, что климатические перемены в большей или меньшей степени влияют и на нас, особенно в виде сильных ветров, наводнений, все то, что мы время от времени переживаем. И здесь тоже, возможно, порой самим строителям нужно посмотреть иначе и людям задуматься над тем, а стоит ли строить дом, небольшой дом, например, в тех местах, где хронически происходит подтопление или затопление. Строительство — это один из факторов и теневой экономики. Из-за этого в свое время обсуждалась на политическом уровне, негромко, но все же, идея, чтобы частные дома и дачи тоже впредь строили не частники, а лицензированные фирмы. С другой стороны, можно сказать, что контроль и надзор и за этим сегментом тоже способствовал бы безопасности, о чем мы уже говорили в контексте Максима. Известно ли вам, этот вопрос сейчас находится в активной повестке дня? Es domāju, ka šāds jautājums šobrīd, vismaz cik es zinu, tāds netiek izskatīts, un šobrīd tomēr tādām vienkāršākām būvēm nav nepieciešams obligāti šis te certificēts būvdarbs veicējs. Bet te es teiktu, varbūt no patērētāja tiesība aizsardzības puses vienmēr cilvēkiem būtu pašiem jāpadomā, kas viņiem ir svarīgi, un ja paši nav tādi ļoti zinoši būvnieki, manuprāt, izvēlēties, ja jūs izvēlaties būvdarba veicēju, tad tomēr svarīgi, ka tas ir atzīts būvdarba veicējs, ka viņš zina, ko viņš dara. То есть самому определиться, что ему важно, дешевле и быстро построить или быстро и качественно и надежно, и посмотреть на этого человека, кто к нему приходит. Это сосед, это кого кто-то посоветовал, да, знакомый, хороший человек, быстро строит, или это все-таки опытная фирма и люди с теми же сертификатами, да? Tieši tā, un pēc tam arī tas būs jautājums par kvalitāti, par varbūt kādām problēmām, garantijas novēršanu, garantijas ietvaros novērst kādus defektus, un tad cilvēki to noteikti novērtē, un arī pašas mājas nodošana eksploatācijā noteikti ir vienkāršāka, ja tev ir tas специалист. То есть это еще и вопрос защиты прав потребителей, подчеркнула госпожа Витолине, что с частника что ты спросишь, если вдруг у тебя была плохо закреплена крыша, и во время бури ее просто снесло, потому что ее так вот тяп-ляп построили. Совсем другая ситуация и отношение к этому вопросу, когда лицензированная компания строит или сертифицированный специалист, тогда этот вопрос решается иначе. Какова ситуация с обращениями в бюро? Изучили ли вы эту статистику? Как меняется эта динамика и на что, быть может, я поставлю вопрос так, на что жалуются и с чем обращаются сегодня? Nebūs man laikam statistika par tādu vēršanos, to, ka es līdz šim pati esmu redzējis vairāk tomēr cilvēki interesējās par būvniecības informācijas sistēmā, iespējām kaut kādu informāciju ievietot, ko nav iespējams citā veidā vai varbūt kādiem īpašiem gadījumiem, ja? Bet tā cita veida es šobrīd neesmu redzējis un nav man sagatavots statistika. То есть людям важна информация, как и в других сферах. А каковы физические возможности, скажем так, вашей структуры
структуры. Хватает ли специалистов, чтобы оперативно реагировать не только на какие-то ЧП, но и работать, охватывая... Вы в самом начале упомянули, что бюро занимается не только надзором за строительством, ваша сфера компетенции намного шире, так сил-то хватает на все? Nu, šobrīd lielākā daļa no darbiniekiem ir nokomplektēts štats, atsevišķi darbvietas, protams, ir neaizpildītas. Tomēr šobrīd jau kopumā valstī, gan valsts pārvaldē, gan citur darbinieku trūkums ir jūtams, un tā, protams, ir problēma. Bet, ответить тогда... Да, вы правы, людей не хватает везде, но сфера у вас очень специфическая. И глядя на то, сколько и как сегодня готовят специалисты вашей сферы, у вас есть надежда, что и строительство не только становится ответственным, но и более профессиональным, как вы уже отметили в начале нашего разговора, но что и будут появляться и охотно приходить в то же госуправление люди с хотя бы теоретическим опытом, новые, молодые академические кадры? Es, protams, ļoti ceru, ka tas tā būs, un vismaz manā pieredze valsts pārvaldē ir tāda, ka valsts pārvaldē darbs ir ļoti interesants. Tev ir iespējas mainīt daudzas lietas, mainīt pasauli, un man liekas, ka tas ir interesanti arī tiem cilvēkiem, kas nāk strādāt. Tā ir iespēja palīdzēt, darīt labu. Man šķiet, tas arī ir gan nozīmīgi, šī мотивация. Да. Возможно, со временем так увлечетесь, что и сами себе что-то своими руками построите небольшое. Varbūt. Paldies jums par šo laikу un lai jums veicas šajā amatā. Байба Витулиня, новый руководитель Государственного бюро по контролю за строительством, была нашим утренним гостем. Итак, главная задача бюро — это посмотреть на вопросы бюрократии, посмотреть на то, что и как можно изменить с тем, чтобы эта сфера была и стала еще более удобной и доступной для человека в плане дигитализации, чтобы человек не бегал с бумажками, а мог ранним утром, поздним вечером или ночью взять смартфон или открыть компьютер и уладить очень многие формальности при помощи дигитальной среды. Это очень многое строит. Ну и, конечно, очень важно то, как оценила наша собеседница ситуацию с надежностью и безопасностью строительства. Все же есть надежда, что ситуация изменилась, и первая оценка все-таки отрасль сама стала более ответственной в этом вопросе. Это тоже очень важно. Думская площадь. С добрым утром!